По прошествии 100 лет со дня основания Казанская медресе Мухаммадия предстала в новом облике. Обновленное здание можно смело назвать одним из главных мусульманских брендов Татарстана. Накануне сам Камиль Хазрат Самигуллин провел экскурсию для журналистов по медресе. История медресе отсчитывается с 1882 года, когда отец выдающегося религиозного деятеля, видного просветителя Галимжана Баруди Мухаммеджан основал одноэтажное каменное здание. Благодаря стараниям Баруди медресе Мухаммадия стала известна не только среди татар, но и среди многих тюркских народов. Поначалу учебный корпус медресе представлял собой одноэтажное здание 16 метров в длину и 8 метров в ширину. Мында таба совет шоры, қазіргі шор міне бізге қайтарғанда шошынды еді, міне бұсы. То есть бұрынғыдан бізге келгенде 95 жылда шошылай болды. В 1885 году Сайдашев надстроил к нему второй этаж, а в 1886 купец Утямышев возвел третий этаж. С вами находимся, это есть историческое Мухаммадия, вы видели на фотографиях, здание 1901 года. Аллаху шукр, мы в него вернулись. В 2020 году в здании учебного корпуса медресе Мухаммадия начались ремонтно-реставрационные работы. Был проведен демонтаж облицовки стен и потолков. Отреставрирована и сохранена историческая лестница. В здании медресе разместились 7 учебных классов, 2 учебных класса для маломобильных групп населения, 2 учительские, молитвенная комната, читальный зал, 2 лингофонных кабинета, 2 кабинета информатики, гардеробная, тахаратная и прочее. Кроме того, на сегодняшний день учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой. У нас основной арабский язык. Студент, изучая язык, то есть он, преподаватель со своего компьютера направляет информацию каждому студенту отдельно. Всего в медресе трудятся 28 преподавателей и обучаются 1200 шакирдов на дневном и вечернем отделениях. Мухаммадия готовит 5-летние формы, то есть это, по сути дела, может быть, не юридически, фактически, в общем-то, он является высшим учебным заведением. Уникальная историческая территория, и вы видите, как преображается не только отдельное здание, но и целый комплекс, связанный с мечетью. Соответственно, безусловно, мы сюда вложили не только денежные средства, но и душу, и сердце, и действительно, соблюдая все каноны реставрации. Таким образом, здание вернулось к своему историческому предназначению и стало выполнять функции медресе.